Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Коронавирус наступает. Приостановлено авиасообщение с Южной Кореей, а выездные спортивные игры «Дети Азии» в Омане под угрозой срыва. Безопасный лед в Якутии проходит 4-й этап данной акции. Какие организованы мероприятия? Выездная помощь. Республиканские офтальмологи, хирурги проводят в эти дни в Алданском районе операции на глаза. Добрый февраль. Акция Якутии-24 продолжает действовать. Наш филиал в Ленске решил помочь одинокой пенсионерке. Волонтеры культуры в Якутске стартовал республиканский форум. Что подготовили для участников? Первые случаи коронавируса зафиксированы в Омане, где в этом году планировалось провести международные спортивные игры «Дети Азии». Существует угроза срыва соревнований. Об этом сообщил гендиректор Международного комитета игр Владимир Максимов. Еще 24 февраля в Омане были официально зарегистрированы случаи коронавируса, 2 зараженных, а спустя 2 дня эта цифра увеличилась до 4. Напомним, что в Омане планировалось провести первые выездные соревнования игр «Дети Азии». По словам Владимира Максимова, нельзя рисковать здоровьем детей. Поэтому вопрос организации игр обсуждается, и решение будет принято в ближайшее время. Также из-за коронавируса временно приостановят с 1 марта авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова по итогам брифинга оперативного штаба. Тем не менее, в страну продолжат выполнять рейсы «Аэрофлот» и «Аврора». Схема приема самолетов будет той же, что и в случае с Китаем, в специально подготовленном и оборудованном терминале в аэропорту Шереметьево. По последним данным, число заболевших новым коронавирусом в Южной Корее превысило 1200 человек. Также зарегистрировано 12 летальных исходов. Что касается Китая, на заседании штаба было решено продлить ограничение рейсов, следующих в КНР, как минимум до 1 апреля. Но ситуация с коронавирусом у нас в республике находится под контролем. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова. Зафиксировано 22 человека, которые обратились за помощью в медорганизации, прибывшие из стран Азии с признаками ОРВИ. Анализ на коронавирус у всех этих людей показал отрицательный результат. Между тем, в республике наблюдается подъем уровня заболеваемости ОРВИ на 11% по всем возрастным группам. Наибольший рост, наблюдается сегодня это в группе от 3 до 6 лет. Наименьший спад это среди школьников. И есть небольшой рост 24 на 24 пункта. Это взрослая категория лиц. 97 человек госпитализированы, средней степени тяжести, тяжелых случаев нет. Проводятся также противоэпидемические мероприятия, касающиеся и сезонного гриппа и ОРВИ, и касающиеся коронавируса. К другим темам в Якутии проходит 4-й этап акции под названием «Безопасный лед». Силами спасателей, пожарных, сотрудников правоохранительных органов и представителей общественности организованы профилактические беседы, лекции, рейды по несанкционированным выездам машин на лед, также инструктажи для рыбаков. Репортаж нашей съемочной группы. Вместе с потеплением все больше людей предпочитает отдых на свежем воздухе. Одно из излюбленных развлечений горожан – катание на коньках. Катки организовывают в том числе на озерах в черте города. Сегодня, по сообщению МЧС, в Якутске функционируют уже 4 подобных катка. Еще 8 находятся на стадии согласования. Для согласования катка необходимо назначить ответственного, согласовать с администрацией, после чего сделать замеры, и инспектора уже выезжают, делают контрольные замеры для обеспечения безопасности массового выхода людей на данный водный объект и согласовывают уже с Государственной инспекцией по маломерным судам. Для массового катания толщина льда должна составлять не менее 30 сантиметров. Но даже при соблюдении этого условия катающиеся также должны проявлять бдительность. В первую очередь, чтобы как можно меньше травматизма было, и также где-то может наледь выйти, где-то трещина, такие места, которые
опасные для нахождения людей на водных объектах. Ну, те места надо избегать. Чтобы обеспечить безопасность людей не только на подобных катках, но и на всех водных объектах, МЧС республики проводит акцию «Безопасный лед». По всей республике в ней принимают участие около 1500 человек. Проводятся лекции и беседы, профилактические мероприятия на водных объектах, такие как рейды по несанкционированным выездам автотранспорта на лед, с рыбаками зимней рыбалки, ну и с теми, кто катается на катках. Такие акции повышают грамотность общества, населения по поведению, по правильному поведению на водных объектах. В каких местах нельзя отдыхать, в каких местах нельзя выезжать, ну и общие правила. Несмотря на предупреждения, люди все же выезжают на лед, даже после закрытия переправ. Так, по данным МЧС, в прошлом году после закрытия ледовых переправ было зарегистрировано 8 несанкционированных выездов на лед. В этом году зафиксировали уже 5 нарушений. Все случаи обошлись без жертв. Спасатели советуют проезжать опасные места с открытой дверью, чтобы в случае провала под лед как можно быстрее покинуть салон машины. В случае провала под лед, если вы находитесь один, ни в коем случае не паниковать. Значит, когда вы провалились, у вас ноги, значит, увеличить площадь опоры. Ну, лечь на остатки льда, который схватиться сразу за край, после чего выбраться. Если у вас ваш товарищ находится неподалеку, ну, значит, использовать подручные средства, то есть лыжи, палки для увеличения площади опоры. Вот, веревки те же самые, также куртку можно. Безопасный лед стартовал в ноябре прошлого года и предусматривает 6 этапов. Каждый этап акции проходит в последнюю неделю месяца. Акция завершится в конце апреля, когда большинство санкционированных переправ на территории республики будут официально закрыты. Акти Жумали, Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. Жители Алдана недовольны уборкой и вывозом снега на улицах города. Это создало транспортный коллапс. Из-за всего этого, по словам жителей, маршрутные автобусы и такси перестали ездить в отдаленные микрорайоны. Также люди, наоборот, не могут выбраться в центр города. Власти пытаются принять меры, но выпавший объем снега продолжает доставлять большие проблемы жителям. Ну а в Мирном жители дома по улице Солдатова пожаловались на слишком яркую вывеску аптеки на соседнем здании. Мигающий свет особо мешает людям в ночное время, порой не давая людям уснуть. Репортаж Марферины Алексеевой. Это световое представление длится круглые сутки уже на протяжении нескольких лет. Со слов жителей, обращение в Роспотребнадзор проблему не решило. На какое-то время пришлось смириться. Однако яркий пульсирующий свет, направленный прямо в окна жилого дома, не оставил жителей равнодушными. Я просто хочу, чтобы в ночное время моя семья спала в темноте без пульсирующего зеленого света. Комната освещается, плюс ко всему это пульсирующий свет. Мы не высыпаемся, у нас масса из-за этого проблем со здоровьем. Я обращалась непосредственно к предпринимателю этой аптеки. Он не готов был пойти на уступки, отключать рекламную конструкцию на ночной период, несмотря на то, что сама аптека работает только с 8 до 8, и ночью, в принципе, она не осуществляет никакой деятельности, и отключить световые конструкции он мог. Заявление с прокуратуры было направлено в Роспотребнадзор, куда также ранее обращалась с заявлением Анастасия Королева. Специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь, что вывеска рекламная конструкция, перенаправили заявление в городскую администрацию. И провести исследование о световых нормах искусственного освещения они также не могут. Но вы считаете, что это Роспотребнадзор этим должен заниматься, рекламными вывесками? Я считаю, что это не наши полномочия. Проведение лабораторных исследований по освещенности. У нас, к сожалению, ФБУС не аккредитован проводить такие замеры, поэтому в связи с этим не представляется возможным. А все, что касается наружной рекламы, вывесок, это полномочия административной комиссии муниципального образования города Мирный. У владельца аптеки в городе расположены еще 2 аптечных пункта. В случае, если администрация города не сможет повлиять на предпринимателя, чтобы тот снизил яркость или выключал светодиод на ночь, сотрудники прокуратуры советуют снова написать заявление, изложив бездействие или некомпетентные действия управления Роспотребнадзора. Марферина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный. До 2024 года по приоритетному проекту «Местные кадры в промышленность» в республике должно быть трудоустроено не менее 28 тысяч граждан. Программа действует уже с 2017 года, и на сегодня ее реализуют уже 27 профильных предприятий.
Как привлечь молодых специалистов в промышленную сферу? Как их готовить и как обучать? Эти и другие вопросы сегодня рассматривали на первом семинаре-совещании с участием работников промышленных предприятий. Будем реализовать этот проект и на предприятиях транспортного комплекса, строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, предприятий энергетики и других сферах экономики, там, где также наши работодатели испытывают потребность в трудовых ресурсах. Мы проводим, помимо таких мероприятий, как сегодняшний семинар для кадровых служб промышленных предприятий и ежегодные ярмарки вакансий. Организовываем и поездки в сами крупные промышленные предприятия для того, чтобы люди могли сами воочию убедиться, как и в каких условиях они могут использовать свой потенциал. В год по этой программе трудоустраиваются более 5000 якутян, в том числе половина из них – это молодежь до 30 лет. Мы работаем с 2017 года именно с компанией «Якутдорстрой», совместно обучаем, чтобы в дальнейшем уже ребятам давать квалификации дополнительные с использованием техники «Якутдорстрой», спецтехники. И, естественно, чтобы дальше они у нас уже устраивались в промышленность. Ежегодно проходит около 50 студентов. В этом году закреплено 2 группы. Все здесь будут проходить практику. Это именно бульдозеристы, трактористы, газоэлектросварщики и слесари по ремонту автомобилей. В Якутске стартовал республиканский форум волонтеров культуры. Для участников подготовили различные мастер-классы, а также образовательные площадки. Напомним, программа «Волонтеры культуры» разработана и идет в рамках федерального проекта создания условий для реализации творческого потенциала нации. Подробнее в сюжете Саргаланы Неустроевой. Стать участником форума решило более 200 человек. Это самые инициативные и неравнодушные люди республики. Иными словами, волонтеры. Здесь они могут не только узнать, как сохранить памятники культурного наследия, но и реализовать свои творческие и социальные проекты, организовать волонтерские программы крупных событий и даже туристические маршруты. Форум волонтеров культуры проходит очень интересно, насыщенно. И мы, волонтеры Якутии, тоже свои проблемы, свои идеи тоже ей подсказали. Поэтому надеемся, что вот эти все вопросы будут решены. Просветить якутских волонтеров приехали из других регионов страны. Так, в этом году форум посетил основатель проекта «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков. Том Сойер Фест – это такая добровольная низовая инициатива, когда люди действительно собираются и занимаются, в первую очередь, ремонтом фасадов исторических зданий, прежде всего деревянных. Я надеюсь, что Том Сойер Фест появится и в Якутии. Дело в том, что мы никогда никого не навязываем. Мы хотим, чтобы эта инициатива исходила именно от каких-то группы из этого города. Мы не рассказываем, что нужно делать, мы, наоборот, помогаем этим инициативным группам не наступать на наши грабли. Значимость деятельности инициативных граждан отметил и министр культуры и духовного развития республики. Как и остальные участники форума, министр прошел регистрацию на портале «Добровольцы России» и теперь полноправно считается волонтером. Но я как министр культуры обязан быть волонтером культуры, правильно? Поэтому одним из событий, которые сегодня приехал участвовать на открытии, это была регистрация на сайте Министерства культуры Российской Федерации «Волонтеры культуры» онлайн. Да, я прошел эту регистрацию, у меня есть бейджик, теперь я по этой клемме через телефон всегда могу участвовать в движениях. Но и следующий мой шаг – уже самому стать волонтером, заявиться, участвовать в мероприятии. Проблема сохранения памятников культуры в Якутии довольно обширна. Однако общими усилиями добровольцев удалось сохранить значительную часть исторических зданий Якутска. А это значит, что жители города все еще могут не только узнать свою историю, но и увидеть ее. Саргаланы Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Короткая пауза, вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Выездная помощь. Республиканские офтальмологи проводят в эти дни в Алдане операции на глаза населению. Добрый февраль. Акция «Якутия-24» продолжает действовать. Наш филиал в Ленске решил помочь там одинокой пенсионерке. Это и многое другое через короткую паузу. Изменения в закон о мерах соцподдержки для детей войны внесли в ходе заседания Госсобрания Илтумен.
Теперь в категорию «Дети войны» будут включены и могут получать социальную поддержку от государства граждане, родившиеся и не достигшие совершеннолетия до 31 декабря 1945 года вместо 3 сентября. Отмечается, что детям Великой Отечественной войны региональным законом предоставляются меры социальной поддержки в виде денежных выплат и оплачиваемых поездок на лечение. Также в связи с празднованием Великой Победы Нерюнгринская районная администрация из бюджета района выдаст единовременные выплаты гражданам, проживающим на территории района, это инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 100 тысяч рублей. А вдовам погибших участников войны и людям, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, по 30 тысяч рублей. Также вдовам умерших участников войны по 20 тысяч рублей. А также ветеранам тыла по 10 тысяч рублей. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе проживают 132 ветерана и приравненных к ним категорий граждан. Для того, чтобы получить выплату, нет необходимости обращаться в Нерюнгринскую районную администрацию. Данное начисление произведем по факту назначения, прямым переводом. Операции на глаза республиканские офтальмологи-хирурги проводят в эти дни в Алдане. Выездная помощь решает проблему отсутствия таких специалистов на местах. Якутские врачи произведут за это время порядка 60 ультразвуковых процедур. В операционной удалось побывать и нашему корреспонденту Татьяне Вахниной. Сергей Нефедов ожидает приглашения в операционную. Процесс вмешательства должен занять 15-20 минут. И мир для Сергея вновь заиграет почти забытыми красками. В Алдан приехали офтальмохирурги Республиканской офтальмологической клинической больницы. На базе ЦРБ они проводят операции катаракты. Один глаз у меня слеп. Вот сейчас лечу второй. Первую операцию мне делали в Благовещенске. Конечно, там уже дорога, все, и там и жилье, там что-то труднее. Операции катаракты производятся посредством ультразвука. 3 неделями ранее в поликлинике начала вести прием врач-окулист из Якутска. Помимо консультаций, офтальмолог провела подготовку пациентов к хирургическим вмешательствам. Объем работы достаточно большой, и мы видим, что и потребность тоже достаточно объемной. Поэтому сейчас мы уже поднимаем вопрос о планировании повторного приезда данных специалистов. Операции ведутся на базе хирургического отделения. Пациенты размещаются в хирургии и травматологии. Жительница Нижнего Куранаха Сания Краснова уже доставлена в палату. Боли или дискомфорта не ощущает и чуть позже планирует отправиться домой. Операции женщина ждала более полугода. Конечно, хорошо. Мы еще в сентябре месяце ждали, что приедут, а не получилось. Вмешательство проводится в режиме дневного стационара. Пациенты могут идти домой вскоре после операции. На ночь в больнице остаются жители отдаленных городов и поселков. Повязку можно будет снять через сутки. И спустя неделю больные должны будут вновь показаться специалисту. В Алдане офтальмохирурги произведут порядка 60 операций. Посмотрели более 70 пациентов. Из них 58 подготовили к оперативному лечению в условиях выездной бригады. Выездные приемы и вмешательства в Алдане проводятся редко. В поликлинике и стационаре окулистов нет. Помощь оказывает фельдшер. В сложных случаях пациенты направляются в Якутск. Специалисты республиканской больницы отмечают необходимость организации службы в Алдане. Несколько человек мы отсеяли только потому, что были перезрелые катаракты. То есть это в условиях, скажем так, выездной бригады такие операции мы не делаем. Ну, то есть, проще говоря, что немножко поздновато люди обратились. Выездной прием и последующие вмешательства, проводимые республиканскими специалистами, помогают снизить остроту проблемы отсутствия окулиста. Офтальмологи и хирурги планируют вновь приехать в Южную Якутию через несколько месяцев. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Якутия-24 продолжает акцию «Добрый февраль». К примеру, съемочная группа Ленского филиала нашего телеканала занимается решением вопроса, чтобы выделили средства для перепланировки санузла в квартире одиноко проживающей пенсионерки-инвалида.
Сюжет Анны Кожевниковой. Людмила Иосифовна Жданова – человек с активной жизненной позицией, общительный и всегда позитивный. Но в 2017 году ее настигла беда. Она потеряла обе ноги. Это последствия сосудистого заболевания. В 2017 же Людмила Иосифовна похоронила мужа. Все бы ничего. Она человек старой закалки и не привыкла пасовать перед трудностями. Что плакать-то? Живы, да и ладно. Люди хуже живут. Мне-то что? С утра уже прибежали ко мне. Людмила Иосифовна даже балует всех соседей собственной выпечкой. И с их стороны без внимания не остается. Людей вокруг хороших много, признается женщина. Все помогают. Вчера он картошку привезли. Ванюшка больной занес мне ее. Ну, инвалид. Все время бегает. Тетя Люда, чем помочь? И тетя Люда его кормит. Ну что, свои же люди. В соцзащите о трудностях Людмилы Иосифовны знают. Приходит к ней и женщина-соцработник, чтобы помочь по дому. Жданова Людмила Иосифовна у нас обслуживается с 24 декабря 2018 года, чуть более года. Ходит к ней социальный работник, взяли по заявительному характеру. Передвигается она по квартире при помощи технических средств реабилитации, коляска, значит, испытывает трудности, конечно, при выполнении гигиенических услуг. Поэтому социальный работник Ольга Васильевна Перервенко чем может, тем помогает. Сейчас нуждается она в том, чтобы ей облегчить там ванную комнату или что-то, чтобы ей была возможность хотя бы частично себя обслуживать. Сегодня же попасть в собственный санузел и ванную комнату Людмила Иосифовна не может. Невозможно въехать мне туда. Я же перегорожена. Так бы было хоть и вместе. Поэтому ко мне все время люди и бегают. Раз бабку забросят, позвоню соседей. Помогают, да? Конечно. Я им помогаю, а они мне. А произвести такие масштабные работы тут общественной помощью не обойтись. Во-первых, надо получить разрешение у городской архитектуры. Главный архитектор рада посодействовать человеку в такой трудной ситуации, но необходимо подготовить проект. Это первоочередная задача, за которую взялась наша съемочная группа. Далее надо найти финансовую возможность. Оплатить ремонтные работы могут в рамках социальной программы, как сообщили нам в районной администрации. Начиная с этого года мы еще мероприятия реализуем те, которые были у Управления социальной защиты населения. То есть теперь все у нас здесь, что называется, в одних руках. Сумма прописана не более 50 тысяч рублей. Нет в многоквартирном доме и пандуса. Сегодня мы от ленского филиала НВК «Саха» подготовили письма в адрес ведущих компаний недропользователей с просьбой об оказании материальной помощи и будем добиваться решения этой проблемы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ветераны студенческих строительных отрядов ЮГУ сегодня торжественно передали капсулы времени новому поколению представителей строительных отрядов. 40 лет назад бойцы студстройотряда ЮГУ «Манчары-79» при возведении коровника в селе Тамалакан заложили капсулу времени со списком всех ребят, участвовавших в возведении объекта. После завершения строительства по якутской традиции студенты установили сергея, в основании которого закопали капсулу для последующего поколения. Имена предусмотрительные студенты записали на отрезе скатерти, чтобы со временем все это не потеряло свой внешний вид. Многие присутствовавшие на торжественной передаче с большой радостью обнаружили там свои имена в этом списке. Сегодня директор Тамалаканской средней школы принес нам эту капсулу времени, нам, бойцам Манчары 1979 года. Ровно 40 лет прошло, и мы очень рады вспомнить свою молодость, свой стройотряд. И хотим передать большое спасибо тамалаканскому населению. Этот коровник до сих пор работает. 40 лет. В Якутске стартовали чемпионаты первенства Якутии по северному многоборью. В рамках этого турнира пройдут состязания по северному тройному прыжку, бегу с палкой, метанию аркана, топора, а также прыжкам через нарты. Репортаж Юрия Осипова. В свои 16 Георгий уже опытный спортсмен. Он тренируется с малых лет. В спорт его привел отец и по совместительству тренер Николай Сафронов. Георгий уже и не припомнит, сколько раз выступал на первенстве республики, но каждому готовится с полной отдачей. Подготовки были очень хорошие.
Проводили сборы со всей республики, набрали самых таких хороших спортсменов, у которых высокие результаты. Были сборы в Нюрнберге. Было около 30 с чем-то детей. Мужчины, женщины тоже. Там вместе все тренировались. Набрались опыта. Конкуренция возросла, конечно. Сейчас уже у нас в возрасте 20 с чем-то детей. Это очень много. До этого было где-то 11, 13-14 где-то. Одна из целей соревнований – отобрать спортсменов для включения в сборную Якутии по Северному многоборью. Но некоторые участники уже являются членами сборной команды и на состязаниях прежде всего защищают честь родного района. В их числе и Илона. Северным многоборьем она занимается 4-й год, но уже стала мастером спорта России. В чемпионатах республики у нас бывает и по 10, я говорю за женщин, считай сейчас свою категорию, да, и по 10 женщин. То есть сейчас у нас 25. Я считаю, что это очень здоровая конкуренция, и несмотря на это, растет уровень соревнований в республике Саха-Якутия. То есть желающих заниматься этим видом, возможно, станет больше после этого. Кто-то занимается первый раз, ему понравится, и он останется в этом виде спорта. В этом году в соревнованиях принимает участие рекордное количество спортсменов. 127 участников из 23 районов республики. Больше соперников, значит и больше конкуренция. Также на нынешних соревнованиях включили категорию ветеранов. От 35 лет и выше участники, мужчины, являются ветеранской категорией. Там есть у нас рекордсмены республики. Из Вилийского района есть Николаев Николай, участник игр Дыгына и призер многократных соревнований. Также есть участник игр Дыгына Николай Матананов. И есть чемпион мира по метанию аркана Альберт Погадаев. Этот год стал особенным. Результаты чемпионата и первенства Якутии по Северному многоборью пойдут в зачет 4-й спартакиады по зимним видам спорта, проходящей в новом формате. Одно из главных спортивных событий четырехлетия в Якутии объединило в себе чемпионаты республики по всем зимним видам спорта, включенных в программу. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Продолжат коллеги. Оставайтесь на нашем канале.